Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 6 июня, в Пушкинский день, День русского языка, Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина в Якутске отмечает свой 125-летний юбилей премьерой спектакля «Капитанская дочка». Быть может, в эти самые минуты Емельян Пугачев учиняет расправу над теми защитниками Белогорской крепости, которые отказались принести ему присягу. Театру 125. В 2004 году кандидат искусствоведения Вера Крылова в своем исследовании «Русский драматический театр в Якутии. Особенности развития в Национальной Республике» доказала, что дата утверждения устава Кружка любителей музыки и литературы 10 мая по старому стилю 1891 года является точкой отсчета его законной деятельности и значит днем рождения театра. Этот исторический факт был признан Российской академией наук. «Арена событий» предлагает вашему вниманию запись двух интервью с Александром Лобановым, художественным руководителем, директором театра, исполнителем роли Пугачева, и с Андреем Борисовым, постановщиком спектакля, назвавшим исторический роман Александра Сергеевича «Завещанием». Завещанием о нравственности, о патриотизме, о правде, об искренности. Ну, Александр, не могу не начать с первого вопроса, собственно говоря. Почему именно «Капитанская дочка»? Ну, все очень просто. На самом деле это действительно материал, тот самый материал, который мы, наверное, ждали очень долгое время. Мало того, к которому мы готовились долгие годы. И, наконец, в репертуаре театра имени Александра Сергеевича Пушкина появится полноценный спектакль, конкретно «Капитанская дочка». А кто написал инсценировку? Догадайтесь. Инсценировка Андрея Исаевича. Так же, как и работа, целиком и полностью. Он у нас фельдмаршал здесь фактически. Работа идет полным ходом, конечно, очень горячая пора. Вы играете Пугачева? Ну да, тот самый Емельян. Ну, как правило, просто... Вам-то как дается роль? Ну как, у нас есть в специфике актерской, да, это предлагаемые обстоятельства. И вперед, все. А там уже оправдывай. Это уже школа, это... Вот, конечно, есть задачи режиссерские, но несмотря что вот есть какие-то установки режиссерские, да, в любом случае есть и работа актерская, то есть мы сами что-то смотрим, выискиваем, ищем, находим, не находим. Больше скажу то, что много чего приходит уже при работе на зрителя, потому что определенные оценки, которых ты, может быть, даже где-то пропускал и находил, они приходят именно уже непосредственно в показе спектакля. И потом постепенно, это не значит, что в премьеру сразу раз и очень хороший результат. И все. Нет. Спектакль, он как и все остальное, он живой, он живет и постепенно набирает. То есть постепенно роль каждого из, скажем так, героев, да, она обрастает все время. А что-то в себе пугачевское находишь? Вполне возможно то, что именно вот та русская душа, да, вот это вот, как из слов, опять же, написанное автором, да, воли мне мало, может, она и присутствует, да. Но в любом случае все мы существуем в каких-то рамках, да. Иногда действительно этих рамок бывает мало. Хочется чего-то большего, чего-то еще. Вот есть две стороны, да. Сторона государства, мощь, вот это вот все вот чиновники, да. А есть сторона та самая, которая часто находится за забором, да, о которой часто те самые чиновники, которые находятся у власти, они задумываются и начинают видеть и общаться с этой стороной только тогда, когда уже происходит какой-то конфликт народа с властью. Вот в данном случае как раз вот Пугачев — это вот тот самый народ, которого часто не видят, не слышат, о нем забывают, ну и так далее. Ну, вообще репетируется легко? Труппа? Нет, ну, во-первых, вы знаете, у Андрея Исаевича, когда работа идет, это сразу, это и где-то легко, потому что ты знаешь, что все равно все как-то вот выстроится, и все будет очень хорошо, да, а будет именно тот результат, который должен быть, хотя бы даже вот к тому периоду, когда будет первая премьера, да, первый показ. Потом, я уже говорил выше, то, что будет рост. В любом случае, у любого из героев, из персонажей, да,
А другое, конечно же, то, что это горячая пора, и действительно все кипит. Вот, в буквальном, в переносном смысле, как угодно, все кипит. Это и цеха работает, это и актеры уже просто с утра до вечера, и даже до ночи, если быть точнее. Один из персонажей «Капитанской дочки» говорит так: где такая крепость, куда бы пули не залетали? Вот театр может быть такой крепостью? А вот не исключено. Не исключено, и все зависит от того, как живет театр. Не существует, а именно живет. Потому что только когда люди начинают жить, они начинают как-то вот набирать, вот, им легче все дается. У них меньше проблем каких-то, да. Они могут заниматься творчеством, вот этим вот именно вот. И это самое главное. Почему? Потому что тогда как-то процесс, он находится именно в нужном направлении, и мы идем к результату, то есть конкретно результату, вот в данном случае постановки спектакля. Да? А опять же, как худрук, помните слова Германа из «Пиковой дамы»? Вы бы могли пожертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее? Вот вопрос такой неоднозначный. Ну, жертвовать часто приходится, да? Но вот излишнее, нужно ли оно? Вопрос. Зачастую излишнее, оно только идет во вред. Зачастую. Поэтому я считаю, то, что вот когда вот хорошо, это супер. Когда вот вообще вот приятно, вот чуть-чуть хорошо. А вот когда вообще много всего, ну это уже перебор, это уже, ну как это, как говорят, кашу маслом не испортишь, да? Но когда несколько зерен плавает в масле, да, то это уже испортилось масло. Ну вот. Поэтому, конечно, везде должно быть чувство меры определенное, да, баланс определенный. Цитата с сайта, вот буквально с сайта. Театр предлагает свои пути развития русского театрального искусства в многонациональной республике. Мне хочется спросить, какие? Свои пути развития. А я объясню. Мы, если посмотреть наш репертуар, вот сегодняшний, да, никуда ходить не надо, вспоминать истории, хотя в истории тоже очень много всего. Мы предлагаем в своем репертуаре разноплановость, разностилевую, разножанровую историю, которая придется по вкусу всем абсолютно, не в зависимости там. Причем есть и фольклор, есть и местечковость такая, которая должна быть, да, но местечковость, да, она не то, что так мелко, да, когда вот, а именно то, что у нас есть привязка к месту, в котором мы живем, где мы находимся. И зачастую мы стараемся это подать так, чтобы зритель, сидящий в зале, да, посмотрев вот одну из историй, если привести примеры, там, я не знаю, «Созвездие Марии», «Два берега одной», да, у нас много сейчас материала такого, да, этот зритель, он должен гордиться. И это действительно происходит, да, тем, что он живет именно здесь, то, что это происходило здесь, в этом месте. И он имеет такую возможность здесь жить, работать, учиться, смотреть вот те спектакли, которые мы показываем, делать оценку. И самое главное, то, что здесь оно всегда проходит, то есть человек, он либо смеется, либо он плачет, то есть он всегда сопереживает вместе с нами, что происходит здесь на сцене, с той историей, которую мы рассказываем. Андрей Савич, ну, во-первых, с юбилеем театра, 125 лет. «Капитанская дочка». Почему и как идут репетиции? К юбилею русского театра еще одна из цель такая просветительская, потому что греха таить, то Пушкина-то мы мало читаем. Это я знаю очень хорошо, что говорим о гении Пушкина, говорим о его значении для русской культуры, для российской культуры, да и для мировой культуры, а читаем мало. Вот «Капитанская дочка» в романе говорит, Маша говорит, я приехала просить милости, а не правосудия. Да.
Для вас это разные вещи? Конечно, разные. Это главная тема, которую завещал Пушкин. И милость к падшим призывал. Вот эта милость, если в якутской культуре алгыс, благопожелание – это основа культуры, а для русской культуры это милость. Вот это самое главное. Поэтому вы очень правильно заметили одну из главных фраз. Хотя в «Капитанской дочке» каждое предложение – это метафора, каждое предложение – это разговор, вопрос или вопрос о нравственности, вопрос о морали, вопрос о духе человеческом. Каждое предложение. Но это предложение точно подчеркивает. Очень даже. Завершающий вопрос. Я понимаю, что времени у нас совсем нету. Представьте себе, Андрей Исаевич, что за 5 минут до начала премьеры вы узнаете, что в зале Александр Сергеевич. С чем бы вы подошли к нему? Но у нас Александр Сергеевич уже будет в зале. Вот это рисунок незабвенного моего друга, русского выдающегося художника Геннадия Петровича Сотникова, который он нарисовал еще в 200-летии гения. Так, да, в 99-м году, 200-летие гения. Нарисовал. А Сотников рисует так, что его рисунок это сразу произведение искусства становится. Его даже в рамку сделать, это будет уже особый Пушкин, его Пушкин, наш Пушкин. И в зале у нас актер будет в образе Пушкина. Но другой вопрос, когда в зал вдруг зашел бы настоящий Пушкин, но он и так заходит. Как бы послание с 99-го года, царство ему небесное, Геннадий Сотников отправляет такой портрет. Я не знал, что такое вот рисунок здесь. Но если все-таки придет Александр Сергеевич Пушкин, то актеры и русский театр должен сказать, наверное, так. Многоуважаемый Александр Сергеевич, мы попытались следовать главному вашему гениальному слову, русскому языку. Андрей Исаевич, большое вам спасибо за беседу и успехов вам во всем. Хорошей премьеры вам.